Мынау кеткен президенттер Акаев, Бакиевтер кеткен азыр чет өлкөдө жүрүшөт. Бирөөсү 80ге таяды. Акаев жакшы иштеп кеткен, биринчи мамлекет түзгөн. Бакиев кетсе тарых экен. Сиз шайланасыз. Ушул кишилер ала тоозду сагындык, үйүбүздү сагындык деп ыйлап жүрүшөт. Ушул экөөнү алып келип коюңуз. Өлгү тарапта калбасын, өз жеринде ушундан суралбасам, болдурак. Эгерде көпчүлүк эл сурансаңар, экөөнү кечирсеңер, анда алып келебиз. Так. Наверное, все видели это видео. На встрече Садыра Джапарова человек просит вернуть в страну Акаева и Бакиева. Мол, они уже старые и хотят вернуться в страну. На что Джапаров отвечает, что если народ их простит, то он готов их вернуть в страну. Давайте перед тем, как задаваться вопросом, нужно ли нам прощать клан Бакиевых, вспомним время его правления и как жилось тогда простому народу. Курманбек Бакиев пришел во власть на волне народной революции. Он обещал убрать клановое правление и искоренить коррупцию в стране. При этом он начал назначать своих приближенных и родственников на ключевые должности в стране. Так, его брат Джаныш стал начальником охраны президента и куратором всех силовых структур. Старший сын Марат Бакиев работал заместителем председателя ГКМБ, а младший Максим, которого также назвали принцем, возглавил ЦАРИИ, который, по сути, легализовал рейдерство и рекетирство бизнеса в стране. Более того, Бакиев после избрания на должность президента принялся за конституционную реформу, говоря, что это путь от избавления угрозы установления семейно-кланового управления. Реформа растянулась на целых 2 года, и в 2007 году была принята новая редакция основного закона, где были сильно расширены полномочия президента. Бектур Зулпиев, который является сейчас заместителем руководителя аппарата президента, принимал активное участие в конституционной реформе в 2007 году. На период правления Бакиевых пришлась и череда громких убийств известных людей. Жертвами киллеров тогда стали бизнесмен, депутат Джергалбек Сурабалдиев, каскадер Усен Кудайбергенов, депутат Баяман Эркинбаев, спортсмен Раатбек Санатбаев, депутаты Санжар Кадралиев и Тынчтыкбек Ахматбаев, криминальный авторитет Рысбек Ахматбаев. Жертвами режима также считают журналиста Геннадия Павлюка, экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова и бывшего руководителя Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко. Всего было зафиксировано больше 60 нападений на журналистов. Кто-то считает, что на время правления Бакиева пришли стабилизация и рост экономики. Но экономисты рост экономики связывают не со способностями Бакиева, а ростом цен на нефть на мировом рынке, что и обусловило объем роста инвестиций из России. Но этот рост экономики никак не прочувствовал сам народ. Дороги оставались такими же плохими. Отдаленные населенные пункты оставались без чистой питьевой воды. Народ жил бедно и массово уезжал на заработки в Россию. А в это время клан Бакиевых нещадно грабил страну. Посмотрим на то, как это происходило. Повысились цены на коммунальные услуги. Электричество в 2 раза, отопление в 5 раз, а горячая вода аж в 8 раз. А на возмущение народа Курманбек Бакиев посоветовал сжечь кизики. А помните, как вы платили 60 тыин с одного звонка? И это, если вы не знали, шло напрямую в карман Максима Бакиева. Коррупция же процветала на самом высоком уровне. По данным Transparency International, Кыргызстан находился на 166-м месте из 180 стран. Сейчас мы находимся на 126-м месте. А в феврале 2019 года Минюст США объявил о возврате 4,5 миллионов долларов, которые были выведены незаконно Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. А еще Евгений Гуревич заявлял, что Бакиевы вывезли из страны минимум 200-300 миллионов долларов. Деньги, несомненно, из Кыргызстана были выведены. Они были выведены семьей Бакиевых. Вы должны понимать, что Максим и Бакиевы — это достаточно алчные люди. И я утверждаю, что Бакиевыми были выведены огромные, достаточно большие средства в размерах сотен миллионов долларов. Деньги выводились с территории Кыргызстана в течение с того момента, как клан Бакиевых начал руководить страной. Можно я уточню? Вы говорите, имеете в виду 200-300 миллионов долларов, да? Да, долларов, не сомов.
200-300 миллионов долларов. А закончилось его правление убийством людей 7 апреля 2010 года. Снайперы на крыше Белого дома расстреливали митингующих, целясь в грудь и в голову. Было убито 87 человек, больше 500 были ранены. Позже Джаныш Бакиев признался, что это он давал приказ стрелять на поражение по тем, кто ходил с оружием. А еще после убийства в стране, воровства, Бакиев не успокоился и собирался начать гражданскую войну в Кыргызстане, о чем говорит Нурсултан Назарбаев, который забрал его из страны. После него, который был, тоже такая же история. В Оши засел, собрал там сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: Курбанбек, ты что делаешь? Зачем? Прольешь кровь, ну и что? Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого? А еще недавно Бакиев заявил, что он простил народ Кыргызстана. Давайте посмотрим, как сейчас живет семья Бакиевых. Максим живет в Лондоне в доме стоимостью 6 миллионов долларов. Часть семьи в Беларуси на наши деньги строит заводы. Вот это с зелеными кровлями – это базовый действующий проект, который мы сейчас строим. А белым – это проект перспективного развития, производства витаминов. Тут для нее одна должна быть люди. Люди. Я вижу, ты человек принципиальный и честный. Белорусов Спасибо. ты не обидишь, Спасибо. потому что они очень похожи на кыргызов по своему трудолюбию. Спасибо. В то время как люди в Кыргызстане живут в таких условиях. И точно так же мы жили во времена правления клана Бакиевых. В последнее время идут попытки реабилитировать Бакиевых. Показываются фильмы о нем на НЕО ТВ и НОР ТВ. Также Назар Ньюс, который связывает с Матраимовыми и Бакиевыми, постоянно первыми публикует новости о клане Бакиевых. И даже эта новость, в котором Бакиев говорит о том, что он простил народ Кыргызстана, появляется не просто так. Это манипуляция с целью показать Бакиевых не такими виновными. Давайте не забывать прошлое, а извлекать из него уроки. Thank you.